Здравствуйте, дорогие телезрители! Я врач общей практики Иванова Лариса Степановна. Сегодня поговорим о здоровом образе жизни. Здоровье – это бесценный дар. Недаром при встречах и расставаниях мы желаем своим близким крепкого здоровья. Лишь здоровый человек успешен, счастлив, позитивен. С медицинской точки зрения здоровье – это состояние физического, психического и социального благополучия. Лишь на 20% наше здоровье зависит от уровня развития медицины, от качества оказания медицинской помощи. Еще на 20-25% зависит от наследственности, а на остальные 50-60% зависит от самого человека, то есть от образа жизни. Поэтому мы призываем вести вас здоровый образ жизни. Ведение здорового образа жизни помогает каждому заботиться и ухаживать за своим организмом. Он способствует его укреплению, устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды. Что же такое здоровый образ жизни? Он состоит из нескольких компонентов. Одним из важных является правильное или рациональное питание, соблюдение режима труда и отдыха, занятия спортом, закаливание, отказ от вредных привычек, то есть от курения, от злоупотребления алкоголем, употребления нежелательных препаратов, то есть и в том числе наркотиков. Здоровое питание – это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее улучшению его здоровья и профилактике заболеваний. Первый принцип рационального питания – это энергетическое равновесие. Энергетическая ценность пищевого рациона питания должна соответствовать энергетическим затратам. Это значит, количество калорий в пище не должно превышать энергетические затраты. А энергозатраты зависят от многих факторов. От пола у женщин ниже на 10%, возраста с каждым десятилетием после 30 лет уменьшаются на 10%, от физической активности, рода ежедневных занятий или профессии. Регулярные превышения суточной калорийности пищи над энерготратами на 200 калорий в день увеличивают количество жира приблизительно на 10-20 граммов в день. Значит, за год человек может поправиться на 4-7 килограммов. Ну, если привести такой пример, в день будет употреблять на 50 ежедневно 50 граммов майонеза сверх нормы своего рациона, вот он может поправиться на эти 7 килограммов. А существуют различные схемы подсчета суточных энерготрат, расхода энергии, подсчета энергетической ценности пищевого рациона, таблицы калорийности основных продуктов питания. Второй принцип рационального питания – это сбалансированность рациона. Каждый организм нуждается в определенном количестве пищевых веществ, которые должны поступать в определенных пропорциях. Суточный рацион человека должен состоять на 55-75% из сложных углеводов, на 15-30% от жиров и на 10-15% белков. Третий принцип – это режим питания. Питание должно быть дробным. Желательно питаться до 5 раз в сутки. 3 раза – это основные приемы пищи, завтрак, обед и ужин, и 2 перекуса. Ну, обычно это второй завтрак и полдник. Последний прием пищи не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Недопустимо голодание и обязательно должен быть полноценный завтрак. Кушать необходимо медленно. Таким образом, вы вовремя ощутите чувство насыщенности, не переедите, насладитесь вкусом. Необходимо хорошо пережевывать пищу. Специалисты рекомендуют жевать до не менее 20 раз. Желательно ежедневно употреблять жидкую пищу, супы. Они способствуют выделению желудочного сока. Это упрощает процессы переваривания. И необходимо ежедневно употреблять до 1,5 литра чистой воды.
Желательно с утра на голодный желудок выпить 1 стакан кипяченой воды. Можно воду подкислить соком лимона. Диетологи разработали 12 правил здорового питания. Следует потреблять разнообразные пищевые продукты. Питание должно быть максимально разнообразным. А ежедневно нужно употреблять хлеб грубого помола, хлеб с отрубями, крупяные макаронные изделия. Несколько раз в день следует есть разнообразные овощи и фрукты. Суточная потребность не менее 400 граммов в день. Это не считая картофеля. И предпочтение нужно отдавать продуктам местного производства. Это капуста, свежая капуста, квашеная капуста, морковь, свекла, кабачки, тыква и, конечно же, яблоки, местные яблоки с кожурой. А необходимо ежедневно потреблять молочные продукты. Обязательно кисломолочные продукты с низким содержанием жира и соли. А по возможности заменять мясо и мясные продукты с высоким содержанием жира на бобовую, рыбу, птицу, яйца, нежирные сорта мяса. Ограничить потребление видимого жира с пищей. Обязательно ограничить потребление сахара, сладостей, сладких напитков. Вот, к примеру, 200 граммов лимонада или кока-колы содержит около 4,5 ложек сахара. Пищу необходимо не досаливать, не то что пересаливать, не досаливать. Общее количество поваренной соли не должно превышать 6 граммов в сутки или 1 чайной ложки. И рекомендуется использовать йодированную соль. Не следует употреблять более 2 порций алкоголя в день. 1 порция – это эквивалентно 10 граммов чистого алкоголя. А не больше 1 рюмки или 1 фужера вина или банки 300-граммовые пива. Более высокие дозы даже при однократном приеме приносят вред организму. Необходимо отказываться от частого употребления жареной пищи. Следует отдавать предпочтение продуктам, приготовленным путем отваривания или запекания. Мамочкам следует придерживаться исключительно грудного вскармливания на протяжении первых 6 месяцев жизни ребенка. После 6 месяцев вводится прикорм, и грудное вскармливание может быть продолжено до 2 лет. Все, наверное, слышали неоднократно, что индекс массы тела должен быть в пределах 19-25. Чтобы рассчитать свой индекс массы тела, нужно знать вес в килограммах и рост. Допустим, вес 60 килограммов, а рост 1,60 м. Рост, значит, 1,6 умножаем на 1,6, получаем 2,56. Вес 60 делим на 2,56 и получаем индекс массы 23,4. Это норма. Меньше 19 – недостаточная масса тела, от 19 до 25 – норма. От 25 до 30 – избыточная масса, и свыше 30 – это будет уже ожирение. Имеет значение окружность талии и соотношение объема талии к объему бедер. У женщин окружность не должна превышать 80 сантиметров, соотношение объема не больше 0,8. У мужчин талия не больше 94 и соотношение объема талии к объему бедер не больше 0,9. Следующий компонент здорового образа жизни – это занятия спортом и физические нагрузки. Наше тело – наш главный инструмент. С его помощью мы можем выполнять все свои функции. Поэтому очень важно, чтобы тело всегда было в порядке. Движение – это жизнь. Чем меньше мы двигаемся, тем больше риск заболеваний. Если у нас достаточно свободного времени, желательно 2 раза в неделю посещать спортивный зал, тренажерный зал, бассейн или танцевальные, или ходить на танцы. Вариантов очень много. Но если у вас совсем нет свободного времени, идеальный вариант – это зарядка. Если посвятить ей 10-15 минут в день, ваше тело будет в отличном состоянии. И наиболее малозатратный способ или метод – это ежедневная ходьба в спокойном или среднем темпе до 30 минут в день.
А следующий компонент – это соблюдение личной гигиены и здоровый сон. Все знают, что тело нужно держать в чистоте. Это избавит от риска получить заболевания, связанные с размножением бактерий и паразитов. А здоровый сон всегда поможет вам быть в хорошем настроении, активными, полными сил и энергии. Стараться спать нужно не меньше 8 часов. В крайнем случае не меньше 6 часов. Желательно ложиться до 12 часов ночи. Наиболее приемлемое время до сна от 22 часов до 6 утра. Есть такое понятие тренированность сердечно-сосудистой системы. Для того, чтобы узнать вашу тренированность, нужно измерить пульс в спокойном состоянии, сделать 20 приседаний за 30 секунд и спустя 3 минуты измерить пульс повторно. У человека с хорошей тренированностью пульс не будет повышаться больше, чем на 5 ударов. При удовлетворительной не больше 50 ударов. И плохая тренированность, если пульс учащается через 3 минуты, на 10 и больше. Чтобы свести риск заболевания к минимуму, нужно заниматься закаливанием. Оно помогает организму бороться с неблагоприятными внешними факторами. Известно очень много способов повысить сопротивляемость. Это принятие воздушных ванн, принятие солнечных ванн, прогулки босиком, обтирание или растирание тела с помощью массажной рукавицы, маски или мокрого полотенца, обливание холодной водой. Мне хочется напомнить, что если даже вы себя считаете здоровым и чувствуете себя здоровым, вы должны 1 раз в год обязательно посетить своего врача. Необходимо ежегодно проходить флюорографическое обследование легких, женщинам проходить маммографию с 39 до 50 лет 1 раз в 2 года, старше 50 лет ежегодно. Каждый должен знать цифры своего давления. В норме артериальное давление от 110 на 70 до 130 на 89. Сахар не должен превышать 6 микромоль на литр. И цифры холестерина для здорового человека не выше, чем 5 микромоль на литр. А для больных заболеванием сердечно-сосудистой системы с повышенным давлением эти цифры немного другие. И я хочу закончить свою беседу высказыванием австралийского врача. Весь секрет продления жизни состоит в том, чтобы ее не укорачивать. Желаю всем крепкого здоровья.